Мы из Питера, Татьяна и Андрей. Меня зовут Тимур, я из Москвы. Меня зовут Ольга, я приехала из Москвы. Большая география жизни, поэтому лучше не спрашивать, откуда мы. Сейчас мы из Москвы. Юлия, Андрей, мы супруги. Меня зовут Светлана, я из Владивостока. Сергей меня зовут. Меня зовут Рима, я из Москвы. Приехали с семьей. Жена, 2 детей. Дима зовут. Папа предложил сюда поехать. Я обычно соглашаюсь. Мы выбирали между Якутией и Адыгеей. У нас был жребий. Да, у нас был жребий. Мы с мужем были за Якутию, дети были за Адыгею. Я говорила, будем тянуть, пока не выпадет Аймикон. В итоге выпал Аймикон. Любим с папой экстремальные условия. Вот решили еще в них себя попробовать. В этот раз решили что-то самое северное выбрать, что у нас есть. А занесло нас, вот этим ветром. Думал, где хорошо, интересно и замечательно отметить Новый год, и придумал. У меня родители здесь когда-то работали, еще в советское время. И так получилось, что я здесь родилась. Только еще севернее. В Чекурдахе. У меня висит дома такая карта на пробковой доске. И там я отмечаю места, в которые я хочу поехать. Аймикон уже года 3 там у меня с красной отметкой стоял. То есть Можно было выбрать. Да, я не знала, каким образом это все организовать, и рассматривала варианты там. Такси, которое ездит там, о котором нам потом Василий рассказал, что это очень плохая идея. В прошлом году там в Карелии ездили тоже на Новый год, а в этом году решили Аймикон, хотя я очень долго сомневался. И вообще интересно посмотреть, так необычно. Я вообще очень любитель зимы. У нас на Дальнем Востоке все очень тоже красиво, бело, но не так, как в Якутии. И хотелось попробовать что-то такое экстремальное, интересное, и чтобы это было с какой-то целью, да, то есть не просто приехать в Якутск и погулять, а чтобы именно посетить такое знаковое место. Дети написали буквально вчера, что в Санкт-Петербурге плюс 4 и дождь. Вы представляете, какой там Новый год? А зимой хочется зимы, и поэтому мы достаточно часто тоже ездим по северам. Нам это нравится, и, в общем-то, это очень приятно и здорово. Мы просто собирались на автобусе поехать из аэропорта, что мы, собственно, и сделали. Поэтому, когда мы сначала вышли из аэропорта, увидели автобус, и мы как-то не успели одеться и выскочили там в каких-то штанишках. Приехала достаточно легко одетая, и когда вышла из самолета, показалось, что так, да вроде нормально, как у нас. А потом, когда в автобусе постояла, ожидая, чтобы все пассажиры вышли, там я поняла, что что-то здесь уже как-то не так надо одеваться. Захотелось уже что-то одеть. Чуть холоднее, чем на Урале. Первое ощущение. Хотя по температуре было примерно так же. На Урале около 40 бывает, у вас было здесь 45, когда мы прилетели. Вдыхаешь и кашляешь сразу. Не так быстро ты начинаешь понимать, что ты уже, прям совсем замерз. Но нам дали экипировку и вообще... холодно, конечно, было, но все равно нормально все. Не помрешь. Я говорю, морально мы уже подготовились, мы уже знали, что это такое. Я специально не красилась, потому что знала, что все потечет. Так в целом все хорошо. Да. На улицах не так много людей. И, как ни странно, они должны передвигаться более быстро, а они передвигаются медленно. Меня это удивило. И очень давно не видела столько женщин в шубах. Уже давно. И причем шубы такие даже не овчина, не мутон там какой-то, не цигейка, а именно такие соболь, енот, такие, в общем, пафосно так. Здесь это, наверное, понятно, конечно. Но просто в такой концентрации очень давно уже женщин в мехах нигде не видели. В городе Якутске удивил, во-первых, наличие высотных домов. Честно говоря, не думали, что тут высотное есть что-то. Думаю, все такое в районе 5-этажек строится. Здесь довольно высотные дома есть. Замечательный город, красивый, хороший, большой, современный, где-то даже стройки идут. Театры есть, музеев много. Но они не работают в праздник. Почему-то.
каждого разные глаза. И такие все целоваки, обнимаки. Прям кайф. Да, такие пушистые, приятные. Вообще удивило, что собаки здесь, конечно, очень такие добрые, можно их не бояться. Очень порадовало, что они у вас все добрые. Ну, уже мейкап начинается. Ресницы обрастают потихонечку. Собачки хорошие, но бегают медленно. Люди плохие. Собачки дохлые были. Возили плохо. Точнее, сами собаки толстые были, но возили плохо. Собаки были прикольные, но они так резво начинали, а потом уже как-то сливались, потому что, видно, мы не первые, либо были туристы. Хотелось побыстрее, скорости. Ну а так прикольно погладить их. Крутые собаки. Просто собачек, наверное, все-таки надо, они к бегам, они же тренируются, да, то есть им надо было набрать темп. А так как мы туристы, бог знает, когда приезжаем, естественно, они в расслабленном состоянии, но они нас все равно хорошо покатали. Нам понравилось. Мы даже им покомандовали немножко. Но мы вообще собачники, поэтому мы так к ним относимся очень душевно. Когда мы прошлись по вольерам, посмотрели, как собаки сидят, там часть собак была в крови, и мы так поняли, что они дерутся. Это не знаю, нам их же было жалко. Люблю собак, и с ними нужно было сфотографироваться. Они полизали меня и покатали. Медленно, быстро для меня это не имеет значения, для меня это сам процесс. Осипов Афанасий Николаевич. Мы его только по телекам видели. Большой-большой художник. Ну, во-первых, интересно было просто познакомиться с какой-то культурой, с этносом неким. Наверное, я как-то погрузилась в него. То есть прочувствовала, погрузилась, выполнила все то, что говорили. Древнее тюркское слово «балах». Нутро женщины, где зарождается ребенок, оказывается, переводится. Той женщины, которая проводила этот обряд, ее рассказы, интересно. Культ поклонения огню. Я очень мало знала до этой поездки вообще, в принципе, да, о религии, о традициях, которые вот в Якутии существуют. Сразу погрузился в этот обряд, сидел, слушал, мурашки по коже шли, что было достаточно круто. Замечательно. Вообще я вижу, что якуты очень соблюдают свои традиции и вообще говорят на якутском языке. И даже вот меня удивило, что новости на якутском языке, что они очень ценят свои традиции, свой язык. Язык. Мне было важно то, даже не то, что говорит наша хозяйка, которая нас пригласила, а как она это говорит. И вот во время обряда мне было важно именно слушать то, что она говорит, и вот что она делает. И музыкальный инструмент. Куфсюр. Проняло, когда она стучала на бубне, в таком виде стола, и запевала вот таким традиционным модуляциями, такими голосами традиционными. Вот меня как-то это прям тронуло до глубины. Да, может быть, это не такие вот было в то время, да, там, а сделано как-то это более доступно, да. Там. Она яркий представитель культуры. Да. Это было видно, Да. это здорово. Да. Я люблю именно носителей культуры, она является носителем культуры, и она это смогла показать. Очень было интересно послушать, услышать, посмотреть, притронуться к чему-то, который ты не понимал, не знал и никогда не видел. Интересно было вот эти вот вытащить, послушать, в каком мире там находишься ты.
предсказания, вот их было интересно почитать. Остальное, ну, так, в принципе, все так и представляли приблизительно. Ну, все-таки всем понятно, что вы ни на каком там естественном обряде не присутствуете, там, чувство присутствует. Ну, у меня не было, во всяком случае. Женщина приятная, такая интересная, но это, конечно, в большей степени ознакомительная, такая, ну, туристическая ознакомительная программа. Ну, я искренне верю, что взаправду. Ну, то есть, вот, раз уж это проводилось, наверное, это... Жрем и спереди, и сзади, и изнутри. Опять согреваем. Опять трем и слушаем себя. Что чувствуете? У вас мурашки пошли. Туннели, или как это правильно назвать, там, которые ранее использовались как холодильники. Техническая мысль человечества, да, она вот какая-то совершенная. Как это сделать, а теперь превратить это в сказку. И вот этот объем, он очень поражает, что внутри скалы столько площадей, где можно походить. Ну, интересно, конечно, обыграли территорию. Ну, очень круто, ледяные фигуры мне понравились, там везде эти троны, на них везде посидели, там сфоткались, кровать, все круто было, да. Мы видели по телевизору, что это такое, да, но когда сам туда попадаешь, это, конечно, отдельная история. Мне понравилось, что все там в подсветке, все так довольно современно, красиво. Ну, опять же, вот много мамонтов находят у нас, и вот комната древнего человека слева. Можете зайти сфотографироваться. Такой необычный опыт. Было интересно посмотреть, особенно вот всякие замерзшие, там понравились вещи, которые во льду, там рыбы замерзшие, вот, елки там, вот это вот как-то интересно было довольно. Для того, чтобы понять, что такое кристаллы льда самые красивые, конечно, в такой последовательности не нужно делать. Да, сначала... Если бы был только Тамтор, это тоже не совсем правильно. Поэтому А вот тут именно... два абсолютно разных, но не менее как бы красивых ледяных мира. Ну, нам очень понравилось. И хорошие вот эти ледяные скульптуры отличные. Все такие вот с национальным колоритом. С музыкой там Да. внутри, с подсветкой. Ну, Все в общем, замечательно. здорово. Там были традиционные какие-то скульптуры воинов. Вот. Ну, также и современных. Там снеговик какой-то, там ледниковый период. Ну, так они обыграли все это, им достаточно интересно. Ледяная горочка. На горке, да, на горке покатались. Отличное впечатление, прям детство вспомнила. Здорово. Это безопасная горка. Вы быстрее всех проехали. И бар. Самое главное для взрослых людей. Того, что мы дышим, вот наверху там оставались такие штуки тоже, да. Круто их поломать, там они там осыпались. Поковыряла, ну, действительно, это же грунт. Ну, по сути, это грязь, да, вот, которая, по идее, должна быть жидкая. А она вот. Можно ходить и ходить там часами. В северном полушарии подмывается больше правый берег, чем левый. Поэтому вот с правой стороны столбы будут выше, и там глубже фарватер идет. А вот с этой стороны, с левой стороны реки, они поменьше. Это уже был второй день. Я понимал, что достаточно холодно. Надо одеваться. Иркутска на машине, затем переправа на снегоходах, на открытых снегоходах, когда даже вот кусочек лица, который остался незащищенным очками и шарфом, замерз у меня. Даже немножко, да, щечки замерзли. Там с друзьями решили на Наташе, дабы не искушать судьбу. Ну, конечно, видно из этой Наташи минимум. Все, присаживаемся в карету. Карета подана. Видите, она даже утепленная. Наташа как раз ехали за снегоходом. Вот был интересный опыт, да. Ну, прикольно, да, под Наташей так поездить, там, едешь, себя там трясет. По ухабам едешь, да. Ну, вот не самые, видно, большие это, ну, так как это все металлическое, ты едешь, там, это, ну, было очень интересно, да, колбасит это очень хорошо. И вот мы преодолевали самое узкое место, да, там, 4 километра. Торосы, ну, они были невысокие, я так понимаю, нас везли не по самым там экстремальным местам. Ну так, задницу подбивали. Ну, сегодня вот тепло по якутским меркам. Отлично.
Да, поэтому сейчас вот 30 градусов нормально. Снегоходы хорошо, конечно, но мы полпути прошли пешком Да, мы и зато получили прогулялись, больше удовольствия, да, чем чем на ехали снегоходе. обратно на снегоходе. Потому что Да, мы с ветра Василием нету, втроем пошли. ветра нету, И прекрасная замечательно. погода, можно было сфотографироваться, где-то Торосы, смотреть. не торосы. Ну, реально ничего не видно было. Мы просто ехали, там что-то трясешься, прыгаешь там. Ну, потом мы там остановились, посмотрели. Ленские столбы. На реке Лена. Турбаза где-то далеко-далеко, да, по сути, от цивилизации, на берегу реки Лена, зима. А настолько все подготовлено, настолько нас радушно хозяйка встречала. Так ребята молодцы, на снегоходах нас отвезли. Не, вообще сама визитная карточка, вот Ленские столбы, это, конечно, очень круто. У нас ребята там дрон брали с собой, то есть с него вообще великолепные кадры получились. Сами столбы – это, конечно, уникальное природное явление, безусловно. Нужно посмотреть и дальше на вот речки Синие, да, замечательные, когда-нибудь, возможно, получится. Но это нас впечатлило очень серьезно. Мы были в Красноярских столбах. Ну, там, конечно, они слабенькие по сравнению с Ленскими. Да, это наследие ЮНЕСКО, ради которого стоило преодолеть 1000 километров. Перед тем, как запускать, подниматься, я запустил дрон, посмотрел, разведал обстановку. Главный спортсмен бежал на гору. Сам подъем там, первоначальная стадия, нормально. В очередной раз, когда я езжу с Сергеем на какие-то мероприятия, я говорю, давай включать вот это вот, говорю, подъемы, потому что мне хватило на Камчатке. Очередное восхождение на гору, которое надоело уже всем. Вот так надо работать. ЖКХ Москвы. Я, наверное, вот для этого мероприятия слишком тепло оделась. Сложный, да, из-за того, что на тебе много одежды одеты. Ты там потеешь, весь там идешь, там, когда поднимаешься на вершину, становится трудно дышать. Ну, потом дыхание восстанавливается, и нормально. Большой таракан. Ну, на половине думала уже, все, сейчас обратно пойду. Ну ничего, так отдышалась, пошла дальше. Ну, конечно, это стоит того. Говорят, до любой достопримечательности надо долезть. Ну, долезли. Здорово, очень понравилось. Подъем был сложный, потому что достаточно круто. И мы тепло были одеты, поэтому, конечно, там все с себя снимали, все, что можно. Восхождение. Отлично. Да? Да. Последнее восхождение. Собственно, уже там, да, последние метров там 500, наверное. Тяжко дались. В процессе подъема останавливались где-то на площадках. Там сквозь деревья просвечивали скалы, освещенные уже закатным солнцем. И вот такие цвета яркие. Оранжевые скалы, голубое небо, белые деревья. Такие яркие, чистые Поднимались на краски. удачном освещении. Все живы. Мы там найдем просвещение. Да. Геолога мы там найдем. Мы должны поймать свой дзен в конце. Там есть лестница. Ты не идешь по тропе какой-то там, по сугробам преодолеваешь там все, что возможно, а ты идешь по лестнице. Да, тяжело, вверх, но ты так или иначе идешь, там есть места отдыха, там скамеечки, и это. Вот это вот мне понравилось, потому что не везде это есть. Вот мы почти дошли до вершины. Шли тяжело, долго и упорно. Вот такая красота. С придыхами Мы, нормально. конечно, не наша молодежь. Там, Да, но молодежь у нас вперед там, все побежала. равно не супер сложно. Ну, не, хорошо, дошли отлично. По дороге еще, опять же, садилось солнце, такие вот отцветы, такие деревья красивые, такие виды. Я там один из первых зашел. То, вот ради чего стоило карабкаться 1500 метров по ступеням. Профессионалы, скалолазы
покорители гор. Отлично, очень понравился вид, да, там на скалы, на горы, вообще вот, открывается вид на Лену. Очень круто было. Как бы дум подъем стоил того. Вид сверху потрясающий, видовые хорошие. Ну, я не знаю, у меня нет никаких даже малейших вот впечатлений, которые бы меня как-то там, я подумала, ой, не то что-то. Нет, в этой поездке этого нет. А на самой вершине деревья были как будто бы белой краской покрашены. Вот сплошь. Очень красиво, очень понравилась красота. Ну, оно стоило восхождения однозначно. Ну, прежде уж когда вышли, ну там просто красота. Но это стоило того, вот каждая ступенечка стоила того, чтобы увидеть это с высоты, чтобы побывать там, чтобы просто встать вот так репить. Ну, эмоции, и вот так вот все в снегу, от пара, ты идешь, даже телефон ты вот достаешь из кармана, он сразу в лед. Как тебе подъем? Устала? Да. Да, обратно мы поедем сидя. И вот эти, конечно, горы, вот, скалы, это очень советую увидеть, как говорится, прикоснуться. А на обратной дороге я уже поехала на открытый, и там уже интереснее было. Само чувство, что ты едешь по речке замерзшей, так завораживало. Ну, готовились к длинному переезду, готовились, как было непонятно, как вообще сами там перенесем все-таки там. Мы на такие расстояния не так часто ездим все. Ну, у меня был опыт езды по зимникам, но не по таким, конечно. И вообще вот везде, где какие-то вот интересные вещи мы проезжали, я очень жалела, что я сижу там в хвосте микроавтобуса, а не за рулем, не на своей машине. Почему я говорю, что Якутия 2.0 это будет. Вот. А, конечно, это потрясающе, это здорово, это замерзшая вода, это вот вокруг все белое, красивое. И традиции особенно ваши, вот воронов покормить оладушками. Ой, прям очень здорово. Ну, видно, что великая река, конечно. Вот то, что даже вот эта федеральная трасса по ней проходит, это вообще тоже поражает, что по ней машины, грузовики ездят. Даже иногда вроде как и страшно, думаешь, не дай бог, там что-то лед проломится. Конечно, поражает масштабы реки просто. И еще сверху на лед намораживают воду. То есть делают проруби и сюда воду заливают, сверху еще намораживают. Здесь толщина, 80 сантиметров, она есть. Интересно, что большое расстояние мы проехали по льду, то есть 15 километров нам сказали. Это действительно большое расстояние. И даже не верится, что по льду мы проезжаем в это время. Мощная сибирская река. Такого не было нигде. Столько, чтобы по льду ехать, прямо столько километров, и от одного берега до другого нет, нигде не было. Это нормально, это север, там должны быть зимники. Ну, удивляло, что да, столько машин едет, блин, ну, как-то немного, конечно, так переживаешь, думаешь, как бы это, не упасть под лед и все такое. Ну, нас уверен, что все хорошо. У нас был очень опытный водитель. Очень порадовало его мастерство, профессионализм, поэтому абсолютно полное доверие было. Но тут я вот проспал большую часть дороги, так что не особо сложно мне он дался. Ну, до Хандаги, да. Ну, вот эта тайга. В Москве просто нет такого белого снега уже давно, да, мы уже отвыкли от этого. А здесь вот этот белый снежок, не грязно, все вот это вот очень приятная такая погода в этом плане. Нормально, остановки были периодически, посмотрели по дороге кое-что. Вид, конечно, шикарный. Эль-Киги, да, но человек, это обращается к мужчине, к женщине. Сегодня вроде как тепло, минус 29. Ну, морозец чувствуется. Нормально, поселок, да, большой, темнота, да, все как надо. Вот, сторговались с китайцем на салют. Вот. С собой салют забрали на Оymyкон. Приехали, там сразу поселок, так не казалось, как поселок, куча там магазинов, ресторанов. И только уже ближе к центру появились фонари, как-то стало более-менее видно. Мне Хандага понравилась. Да. Вот, несмотря ни на какие-то там, может быть, пол где-то кривится, еще что-то. Видели мы всякие бараки в жизни, даже жили иногда в них.
Вот, но это... Теплое, хорошее место. Ну, вообще Хандага производит подручающее впечатление на меня. И я как раз вот недавно читала «Архипелаг ГУЛАГ», и вот сейчас прямо закрепила свои знания по этому поводу. Конечно, очень удручает, что это такая страница в нашей истории. Немножко ты проникаешься вот бытом и понимаешь, что это испытание для тех людей было невыносимым. Я бы сказала, несовместимым с жизнью. Очень теплое впечатление оставил музей. Видно, что люди по крупицам, вот с какой-то любовью, с такой вот собирают этот маленький свой музейчик. И вот такой патефон. Патефон 1938 года. Ветеран у нас работает до сих пор, мы его ветераном называем. Не, ну я помню, но мне там больше всего запомнились всякие старые вещи, как там патефон вот этот, который играл, ну такое необычное, потому что сейчас там все на телефонах, на видеоплеерах, а там такая штучка. Очень великолепная вот женщина-экскурсовод, прямо, ну, замечательная Валентина, она нас, ну вот прямо, я не знаю, от всей души. Себя как-то, ну не знаю, не то что проверяли в таких холодах, как остаться живым, а как вот, ну, не знаю, само выживание вот это вот, ну, как-то так даже прочувствовался. Музей хоть и небольшой, но такой, да, оставляет впечатление. Мало у меня было информации о ГУЛАГе и вообще о том, что происходило, хотя тема очень интересная. И экскурсовод очень выложилась. Видно, что человек действительно с душой относится к этому делу и рассказывала очень много нам. И вот увидев, да, то, чем люди работали, как они там работали, это, конечно, страшно. Но, тем не менее, результат имеет место, и это, конечно, замечательно, что есть такая Колымская трасса. Колымская трасса, она потрясающая своей красотой, своей природой, горами и растительностью. Это что-то невероятное. Как на картинах каких-то, вот, какую-то сказку определенную зимнюю. Потому что, ну, вот я ее не вижу, ну, нигде. Первое яркое ощущение, да, это, конечно, сами вот эти виды, как только горы появились заснеженные на горизонте, там очень такое произвело впечатление. Второе, конечно, вот эти прижимы там с валяющимися КАМАЗами там внутри, так тоже, да, прочувствовали. То есть, если раньше еще там уже была, понятно, как там народ ездил, точнее, даже непонятно, как народ там ездил, вот. И, ну так, захватывающе тоже. Очень зависит, конечно, от солнца здесь, и рассвет, и закат, и то, что между ними, и все по-разному, все играет по-разному. Безумно красиво, очень хочется все это самой, и там побыть именно вот, ну, как бы не в составе тургруппы, а может быть до Магадана, там, и обратно. И вот она никогда не замерзает. Здесь Хариус водится. Один. Один старый Хариус. Остановились около одного из... Дорожный знак, где Магадан было написано, и сколько километров, 1500, по-моему, было, да, и мы там вот сфотографировались. Но Магадан это вообще есть такой какой-то один из символов России. Ну очень красиво, да, горы, прям захватывающий вид очень был. Так едешь, прям хочется постоянно что-то сфоткать, сфотографировать. Там едешь, там вот горы, ну вот это все красота. И песец есть, медведь, волк. Просто они сейчас где-то прячутся в горах, в снегу, холодно. Вон крест поставили в память заключенных, которые строили дорогу. Все это руками раздалбливали заключенные. Дорогу, ну, одна колейка была, ну, ее расширили сейчас современно. А где-то лет 10 назад здесь такая же дорога была, как заключенные делали. В снегу такие, да, и вот это вот ты едешь, это все, да, белым-бело. Там до сих пор лежат некоторые машины, которые доставать, ну, не имеет смысла, видно, и вот, ну и как напоминание. Ну вот эти вот два прижима, вот эти вот, конечно, там так немножко страшновато в некоторых местах. Фары освещали, было видно, там елки такие, арочки образовывали такие, ну красиво было, да, на дороге тоже. Ну там все здорово было, замечательно. Прохождение прижимов по темноте очень понравилось. Вторая половина Колымской трассы, вот эти вот горы, обожаю вот эти виды гор, просто виды потрясающие, захватывающие виды.
И трасса, ну, как-то мне представлялась Колымская трасса, там, наверное, будет трясти постоянно, там, а трасса очень хорошая. Не, ну эти виды очень красивые, но я там не очень часто выходила, потому что холодно было, это все 10 раз надевать, снимать. Ну, такой необычный тоже вид, как бы такого в Москве не встретишь. Красота, да. Особенно когда еще стали проступать на горизонте горы, Верхоянский хребет, и мы издалека увидели, было очень здорово. Тоже вот выходили, фотографировались в нескольких местах. Горы подальше, горы поближе, чем они ближе. Ну, конечно, действительно, самый, наверное, красивый вид. К горам подъехали, и вот этот весь перевал, и все эти прижимы, мне же это вообще было очень хорошо видно. То было очень Мы очень были впечатлены. Потом тоже не понимали, ну, сколько километров все-таки сам по себе Верхоянский хребет проезжать. А мы ехали. За каждым поворотом казалось, что горы закончатся, но они были достаточно долго. Вроде бы снег-то не шел, да, вот пока мы ехали, а деревья все в снегу. Видимо, за счет температуры вот этот иней нарастает, и это очень красиво. Нет грязи. И ночью они тоже смотрелись великолепно. Да. Ночью даже, наверное, больше. Потому что ночью как-то загадочно, да. Едешь потому что только свет фар выхватывает вот эти деревья наклоненные. Очень интересно. Потом, когда мы въехали уже в ночной лес, это сказочно. Я отправляла в Москву это все, и люди просто не верят. Ну, поначалу приехали, температура показалась не очень большой, но вот на протяжении дня она увеличилась, и вот там под конец дня уже было так достаточно холодно, в одних штанах уже не выйдешь на улицу. Аймикон мне понравился, но мы там были один день, и мне кажется, мы там не все прям успели посмотреть, но все равно вот этот день был очень насыщенный. Когда мы приехали, была, наверное, где-то 45. В принципе, думаю, что не так уж все и плохо, в общем-то, вполне можно жить. Но на следующий день было уже за 50. И вот тогда уже я почувствовала. Как погода? Отлично. Очень жаль, что не удалось покататься на лошади. А в целом, конечно, лошадки, они прям крутые. Я пыталась там, насколько максимально подойти, но, к сожалению, они так... Надо было больше времени. Мы с лошадкой в течение получаса там сближались на какое-то время, но уже потом пришлось уезжать, поэтому пока не получилось. Никому не давали кататься, он там их... Пришли, он их покормил, так особо ничего нового не узнал. Их специально стараются не подкармливать, а только на свободном выписе они находятся. Ну, было так как неожиданно, честно говоря. Ну, такие забавные существа, они такие милые, они круглые, такие шарики, мордочка тупая, такая прям очень интересное впечатление. Интересно, что они круглый год живут на улице. Мы так наблюдали, как они ногой роют, снег копытят. Очень здорово. У них морды не как у обычных коней, они какие-то округлые, пыль. Лошадки просто милые, просто замечательные. Нас они не кусали. Мне очень понравилось, вот когда едешь по дороге, лошадки стоят как статуи, они просто не двигаются. Вот это меня поразило. Низкорослые, более шерстяные, скажем так. Лошадки хороши. Дед Мороз, вот я смотрел на него на картинках, вот прям вылитый, похож. То есть там с ним сфоткались все, добрый, всех там поздравил с наступающим Новым годом. Я Чоскам, хранитель холода. Приветствую вас, пояс холода Аймикон. Такой необычный, такой большой. Я так понимаю, что это какая-то традиция, что он большой должен быть, потому как вот у него головной убор такой огромный, и он сам такой весь статный. И он... Ну, это было, в принципе, я не ожидала, что будет Дед Мороз. А тут он еще и сертификаты нам выдал о том, что мы там были. Классно. Дорогая наша гостья Беляева Светлана Владимировна. Поздравляю. Вручил нам
сертификаты. Я 2945. То есть ты понимаешь, что в этом месте было очень мало людей. И, наверное, среди моих знакомых была только одна я. Ну, он не совсем у вас Дед Мороз. Он как бы, ну, не совсем Дед Мороз. Да. Животное, которое олицетворяет собой вот холод. Забавный персонаж. Вышел необычно, так, с рогами такой. Вот. Вручил нам там сертификаты. Было понятно, что не так много людей побывало. У него костюм до мелочей соблюден. Вот иногда на такие вещи обращаешь внимание. То есть, когда у него раскрывались полы его кафтана, было видно, что там не джинсы, и какие-то штаны, не трико, да. А там тоже продолжается костюм, там вышивка, там эта рубашка, штаны, бисер везде. В общем, такие мелочи, они как-то вот говорят о серьезном подходе. Было, конечно, приятно, что в таком красивом костюме нам вручают эти сертификаты, было очень здорово. И сам сертификат действительно такая оказалась официальная бумага с печатью, с подписью главы администрации. Это прям солидно, это прям здорово. Какой доброжелательный мужик. Цветок, но он все равно, даже если попадет, ничего страшного. И начинает тереть отсюда и резко. Вот так. Какая красота! Местный салют, он самый интересный. Да, там горячую воду прокидываешь там над собой, да, там это испаряется, там круто, короче, было. Фейерверк, и когда мы там водой вот так пуляли, и там она застывала, я такое видела только в интернете, а теперь сама попробовала, ну так, необычно. Ну, салют понравился, якутский, как у нас называется, когда горячую воду, да, очень здорово смотрелось. И замерзший доширак, конечно, с вилкой, тоже очень классно. Якутский салют было замечательно. Единственное, что нас всех расстроило, знаете что? Что нам написали, что в этот день было минус 45 градусов. И наконец-то он был минус 55. Василий своей рукой подписал ниже. Исправленному верить. Что 1 числа уже было 55. Рыбачили, да, поймали даже, что-то нам в сеть даже попался там, из чего потом с строганин делали. Ну, во-первых, сама подледная рыбалка сама по себе интересна, да, как это все через все лунки проходит. Я до сих пор не могу понять, хотя в теории нам объяснили, я все равно не понимаю. Я тебе потом объясню. Не пойму, все равно не пойму. Ну, и опять же, нам повезло. В нашей предыдущей группе не повезло. Ну и стандартный таймень для всех там висел в лунке, да. Налим. А, налим, да, не таймень, налим. Поймали налима, все с ним там сфотографировались, каждый его вытягивал на видео, было прикольно. Там налим такого я достала. Вот. Ну, незабываемо. Это незабываемо. Это у нас налим. Меня больше удивило то, как рыбак, который нам все это показывал, голыми руками, без перчаток это делал. Я говорю, как так? Нет, меня вообще вот здесь якутские мужчины очень удивляют в том плане, что на улице там минус 40, минус 45, а вы все ходите на распашку. Наш водитель ходит в свитере и в какой-то жилетке. И все, какая куртка. Холодильник прямо на улице. Тут же шоковая заморозка, и тут же, знаете, в общем, красота. Природа, как вот она есть, вот она, все первозданное свое. Это у нас валек. Сик, валек. Рыба, это варю. Девочка, как тебе не жалко, что ли? Рыбу я люблю. Все ее жалеть, да? Удивило то, что человек может так долго руками, да, там, не вот этот. Тоже всех кинули в снег, там все за 5 минут заморозились, там, потом ходили, там, дрались. А как говорит Василий, это лакшери-тур, поэтому передвигаемся мы, впрягаемся очень мало должны, поэтому только в горку взобраться и до рыбалки. И до рыбалки обратно.
на самом деле в Эмиконе действительно это, в этом районе настолько низкие температуры, что если вся моя одежда выдерживала все остальное, то там нет. И никакие монгольские унты не выдерживают, только валенки и дополнительная какая-то одежда. Рыбаки, рыбка идут. Рыбку поймал? Молодец. Потому что одеваешься, ну вот спасает из обуви вообще валенки. Оказалось самым вообще удобным вот, да, обувью. Глаза даже начинают замерзать. Такое ощущение, что глаза замерзают. Но хочется отогреться. Первое валенки. Второе очень-очень теплую куртку. А третье это варежки. Во-первых, мы там одни оказались, там фактически наша группа, и вот там еще 4 с нами были. Вот концерт был очень так, понравился. Идеально. Очень понравилось прям все. И музыка, и танцы. Здесь ребята выложились на все 100%, и настолько это было. Видно было, что с душой. Якутский язык, он вообще потрясающий, такой певучий. Концерт, да, концерт вообще отличный, куча интерактива. Ну, мне прям очень понравился концерт, который был в Наймиконе. Ребята, конечно, выложились, все молодцы, ну просто... Для меня на концерте самое классное это было, вообще. конечно, этнорок. Вот эта игра на хамусах. Это, И хоровод, я который мы там считаю, все этот замечательно народ, да, танцевали. это вот... Традиционные инструменты. Вот на нем там в современной обработке что-то даже такое сыграли. Надо на звонок поставить. Постоянно в какие-то игры поиграли, там, поучаствовали в каких-то испытаниях. Вон сестра там поставила рекорд среди туристов. То, что было, да, круто там. Игры были тоже классные, ну, там всякие национальные. И научили нас играть и в национальные игры, настольные, и в конкурсы, соревнования, и совершенно потрясающий танец. Национальные игры, спортивные состязания. Я попробовала, у меня не получилось. Это когда палку ставим в углубление, да. Нет, в другую сторону. Нет, тогда ногу в другую. Если ты в другую сторону хочешь. Я вот что-то пыталась, в итоге у меня не вышло. Но это надо, видимо, тренироваться. Некий интерактив, там, соревнования. Удивил, что в основном такое, ну как спортивные игры, они такие больше силовые какие-то. Ой-ой-ой, молодец! По подниманию каких-то таких закрученных листов бумаги, там надо было на одной ноге присесть, зубами поднять. И там вот с каждым разом уменьшался размер этой бумаги, то есть она в конце вот вообще такой вот была там. Там были бумажки, я там до последней дошла. Но я начала поднимать, но там в конце, но мне засчитали, как я подняла. Ноги выпрямляйте, да, тяните. Вот. А сухой, да, это тоже незабываемо. Ну, для Хоровод меня был это тоже вообще... был великолепный. Хоровод был замечательный. Да, когда мы тоже, все вместе в конце станцевали, ну, вот этнорок танец. лучше. Какая-то энергетика прям такая другая, не наша. Очень здорово.
Да, купались обязательно. Была одна из наших программ, чтобы обязательно туда сходить. Мы на крещение периодически там с сыном ездим в Москве. Вот здесь хотели все-таки попробовать, что такое там при температуре там 40 градусов искупаться. Вот. Ну, в принципе, не все так страшно оказалось, тем более, когда домик теплый был. Ой, мама! Давай! Вот так! Это монстр! Монстр, правда! Так, и, в воде не холодно было, то есть ожидалось. Вот когда вылезаешь уже из воды, было, да. То есть при такой температуре там чувствовалось. Хотелось прыгнуть, прям прыгнуть, но когда уже вышла, подошла, поняла, что что-то как-то не получится у меня, наверное. Главное, это быстрее. Пришлось туда вот опуститься, посидеть там какое-то время и покинуть. Там я просто стояла, и я уже там вся замерзла. Не так давно переболел, поэтому я решил... А не надо тут это. Естественно, заснято все, конечно, это герои наши. Мы в свое время тоже купались, то есть я понимаю, что это такое. Мы купались. Но они молодцы. Мы их хвалили, Да. они молодцы, это здорово, это было вот так замечательно. И очень вкусно потом после этого нас еще и накормили. Нет, я потрогала воду рукой. Минус 50! А тебя такой пар? Я еще раз приду. Одна из первичных целей была искупаться при минус 50. Удалось при минус 52, получается, искупаться. Цель достигнута, все отлично. Прекрасный контраст, но все сглаживает теплое помещение, куда бежишь. Ну, на улице минус 50, но выходишь из теплого дома, тебе, то есть, это не ощущается, идешь там в речку, там быстренько прыгнул, там окунулся, обратно пошел, в домик опять начал греться. Ну, само ощущение, то, что ты купаешься в минус 50, конечно, так, да. Минус 50! Пускай. Перед тем, как запрыгнуть, надо отключить мозг, да, и все, в принципе, будет хорошо. Долго думал по поводу нырения. Уже это 46, думаю, ё-моё, ну когда это прекратится, ну, безумие, там уже под полтинник. Они на краю, когда выскакивали из воды, налили, и на краю уже ковра был налить. Я когда подбегал, скидывал тапочки, подскользнулся на это налить. А где его так вот? Нашли? Но с одной стороны, и влетел в речку. Вот. С одной стороны, хорошо. Не было принятия решения. Я уже, как говорится, да, я уже там. Выход один, надо оттуда выбираться. Муж 2 раза заходил. Курорты Заполярного края. Ждут вас. Хватит! Фотосессии хватит! У тебя волосы побелели на спине. Достаточно. Но здорово было всем, не только тем, кто купался. У нас из группы купалось 5 человек, в том числе женщина одна, Светлана. Больше смелых не нашлось. И это было, у нас все равно все поехали, это было для всех просто замечательное развлечение. И для тех, кто купался, и для тех, кто наблюдал за этим шоу. Все остались довольны совершенно, поэтому это очень здорово, действительно. Было весело, запускали салюты. Вот Сергей купил салют в Ханке. И просто мы возле стеллы с быком все это запустили. На выдохе. Потом разбивали фрукты, никому не удалось яблоко разбить там. Доски поломались, потом в итоге получилось, нам раскололи его. Было интересно, да, как себя фрукты всякие, овощи поведут. Но вот Василию посоветовали еще арбуз сделать, заморозить. Как разбили капусту, было забавно. Предположить, что она будет так разбиваться слоями, как стекло. было интересно, да.
Вот можете взять, потрогать, она крушится прям как стекло. Нет, в целом действительно интересно. От привычных вещей не ожидаешь, как они ведут себя в такой мороз. Мы с группой уже успели сдружиться за время пути, да, и как одна семья такая. Плюс у нас еще был англичанин. Ура! Ура! Наши девочки поставили танец. Юля у нас там, Юлька Шпулька, была запевалой такой. Она нам ставила танец вместе с другой Юлей. И девочки нам даже сделали, видите, самодеятельность. Замороженная водка. Каждого свое. Да, давай, чин-чин. Вот это да. Не видно. Лишку надо закусить. Шампанское. Нормально. Мы с мужем так подумали, что нам одного дня там даже было мало. Мы бы вот еще бы хотя бы сутки там пожили, даже вне программы, а просто вот даже, хорошо, первый день программа, все это там бегом туда-сюда, а просто даже вот погулять. Красота. Ну, на 1000 километров ничего, а там прямо такая цивилизация, все тоже так красиво сделано. Вы находитесь в ледовой резиденции Чесхана, которая действует уже больше 20 лет. Мы все просто, конечно, на этих кристаллах залипли. Ну, мне, вот, честно говоря, там тоже что ли понравилось, потому что там вот именно сам вход вот очень интересный был. Там, когда заходишь, там прям кристаллы холода висели намерзшие, они так низко были, что ты прям в этой пещере как-то проходишь. Было очень необычно. Вначале, когда я стала в Тамторску идти, у меня даже немножко какая-то клаустрофобия вдруг, хотя у меня ее нету, но там как идешь, такая пещера, и вот все вот это вот над тобой. Я сначала так остановилась, думаю, а стоит ли дальше? Там залипли. Мир кристаллической заходишь, цивилизации. и как-то вот оно такое все, такой проходик, это такой весь кристалл в снежинках. И все снежинки такая разная форма, там можно приглядываться, смотреть, как эти слои наслаиваются. Очень красиво. И вот эта фишка вот с кустиками, на которых это все, это просто великолепно. И скульптуры, опять же, они отличаются, они не везде одинаковые, они разные. Ну, в общем, и то, и другое нам понравилось. Тамторская просто ярче впечатление в силу того, что кристаллы там большие. Красиво, как-то сказочно. Это после Нового года было вообще как в сказке. Кристаллы другого размера, они больше за счет того, что, наверное, там температура ниже, чем в Якутске. И кристаллы как-то больше нависают, и они такие прям крупные. Ну, удачно, что в Тамторскую не заложили ядерных отходов. Остатков ядерных нет уже, правильно, в Тамторе? Не завозили? Не довезли. Слава богу. Да, что не довезли. Сначала селфи делали все, там, да. В общем, из всех один какой-то более-менее дружелюбный нашелся, с ним получилось сделать фотографию. Сначала ехали, все нормально было, вот там мы сели в самый конец, и перед нами 2 оленя были, вот, которые такие какие-то буйные. Ну, едем, нормально все было, потом вот как с горки начали скатываться, там начинаем скатываться и понимаем, что что-то не так. Подожди, тут что случилось? Стоп! Вот олени перепутались. В итоге Василий там решил с ним как поехать, там, напугал его, сказал, я тебя сожру, там, если ты будешь так делать. Он угомонился после этого. Рядом с нами шел олень с колокольчиком. Как объяснили ребята оленеводы, что колокольчик, он задает как-то стаду вот темп какой-то, и это обязательно нужно, чтобы он был. Он такой достаточно неагрессивный был, но когда вот он чуть ближе забегал, ты так голову поворачиваешь, он на тебя голову поворачивает. Такой глаз большой. Белый олень, красивый, да. Мне понравилось. Катание, причем по неровной местности. Где-то бывают и ямки, где-то бывают возвышенности. Надо удержаться, и качается они с стороны в сторону. Ну, интересно. И приехали в этот домик, а там женщина, и там малыш годовалый. Уже в телефоне сидит в чуме. Мне это порадовало. Знаете, она такая маленькая женщина, но такая сильная. Она сидела позади меня, и когда сани качала, она крепко меня держала.
И вот я чувствовала такую силу в ней, непередаваемую. Вот самое меня главное удивило, везде есть Wi-Fi. Мобильной связи может не быть, но Wi-Fi будет. Вот. В Аймиконе Wi-Fi есть, мобильной связи нету. У оленевода мобильной связи нету, но Wi-Fi есть. Ну, Заяц, звезда эфира, конечно. Везде, да. Ну, кролик, он кролик. Кролик он. Барабанщик. Год зайца. Кролик-барабанщик. Год зайца. Скульптура отличная. Выяснилось, что она еще и шевелится там вот. Сразу народ там кинулся, чтобы заяц барабанил там со всеми. В общем, тогда было тоже интересно. Вот. Но мы его на самом деле как-то еще до Нового года там прислали ссылку, где заяц там где-то по Rush Today, что ли, ехал там на тракторе. Поэтому... Это заяц был. Заяц, кролик. Домашнего кролика так не заставишь по говну барабанить. Это, конечно, круто. Ну, отличные впечатления, правда, замучили вот эти чуть поездки, хотелось бы поменьше езды, побольше всяких там, ну, приключений там, лазания где-то, а так, в общем, в целом круто, морозы, там, вот это все понравилось, с красными щеками будем ходить. Да, тур получился довольно насыщенным, первое, вот, как бы таких, даже с учетом переездов, я говорю, получилось даже так очень довольно плотненько все. Вот, не хватило, единственное, я вот как говорил, наверное, 1-2 дней, чтобы вот что-то еще в Якутске посмотреть, ну, возможно, это заранее надо было приезжать, и, наверное, конечно, лишнего дня не хватило в Аймиконе, то есть, ну, хотелось бы там, наверное, 2 побыть дня вместо, ну, полного одного, грубо скажем так. Однозначно ехать, но на любителя никто из моих друзей, вот, допустим, не понял эту идею с поездкой. И я спрашиваю, вот, потрясающе вообще, вот, надо ехать, он говорит, куда? Зачем ехать в холод? В основном у людей желание поехать куда-то в тепло. Поэтому рекомендовать сложно, у каждого свой выбор, но я бы сюда каждый год бы ездила на Новый год. То есть сидеть за салатами на диване дома нет. Когда есть возможность вот такая, я бы так не делала. Но у каждого свой выбор. Отличная поездка, замечательная компания. Спасибо ребятам за такой драйв, за вообще такие впечатления. И ну, не к чему придраться, все хорошо. Ну, вся поездка мне в целом прям понравилась, но такое необычное, потому что, ну, я была в холоде, когда мы были там на Байкале, там -40 было, но вот в -55 я не была еще, и вот такое надо посмотреть, я считаю, ну, хотя бы один раз, но надо. Ну, я считаю, что нужно ездить в такие места обязательно, чтобы вот... У меня вообще идея, я должна побывать на западе России, на востоке, на севере и на юге. Запад, восток и север уже есть, остался юг. Да, галочка есть. В целом поездка, я считаю, очень удачная. И благодаря в том числе интересной группе у нас подобрались интересные люди, все путешественники, и с ними даже просто было общаться интересно не только все вот по программе, да. И все как-то так по северам в большей степени. Поэтому интересно так послушать и может какой-то опыт даже перенять, куда можно еще проехать. Потом Василию, конечно, большая благодарность. Он прям вот так четко все делал и постарался. Вообще, конечно, мы так поняли, что этот тур очень тяжелый в плане координации, составления для водителей, для автомобилей, нагрузка большая. То есть тур реально очень непростой по организации. Пугали меня этим несчастным туалетом, ничего, вполне оказалось все хорошо. Так что нет, понравилось все, замечательная природа, ну просто великолепная. Этот белый снег, боже мой, как я его люблю, как нам его не хватает в Питере. Замечательные люди, душевные, сильные, умные, смелые, молодцы. И организаторы такие, и водители такие, ну, большая благодарность. И животные, конечно. Я не пожалела ни одной минуты, даже секунды, что я приехала сюда, что я провела здесь новогодние праздники, что я померзла, что я там что-то где-то были какие-то бытовые, ну, они не трудности, об этом все были предупреждены, но они были, да, но это стоило
того. Это совершенно прекрасный край, совершенно потрясающая природа, а в таком суровом климате необыкновенные люди. И, конечно, отдельное спасибо Василию, нашему водителю Алексею. Он однозначно входит в топ-3. Да. Места расставлять бессмысленно и бесполезно, потому что Якутия это есть топовое вещи место, какие-то, которые не объяснишь иногда словами. Мы довольны абсолютно и счастливы, что посетили это место, абсолютно не И прогадали. будем всем рекомендовать. Однозначно холод, который ты испытываешь, но можешь преодолеть. Виды. Конечно, всем советовала посетить, но все должны быть готовы к трудностям. Как говорится, все необычное и удивительное всегда рядом.